Добрый вечер, это Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня» в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. Резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета России взял под контроль дело об убийстве двухлетнего ребенка в Якутске. Программа переселения. Как справляются в Ленске с работой по расселению жителей, что сделано и что предстоит. Перепись населения. Осталось 4 дня. Важно успеть тем, кто не участвовал. Это потом будет влиять на распределение госбюджета регионам России. Не по кубометрам теперь, а по весу. На городской свалке в тестовом режиме начал работать пункт весового контроля. Как это работает? На страже правопорядка и безопасности сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Центральный аппарат СК России взял под контроль дело об убийстве двухлетнего ребенка в Якутске. Ранее сообщалось, что ночью в квартире дома, расположенном в одном из пригородов столицы, было обнаружено тело двухлетнего ребенка. Следователи осмотрели место происшествия и допросили мать ребенка. В убийстве заподозрили 25-летнего неоднократно судимого сожителя. Женщины его задержали в то же утро. Прокуратура Республики Саха-Якутия взяла на контроль расследование уголовных дел, возбужденных следственными органами по факту убийства в городе Якутске 9 ноября текущего года малолетнего ребенка 2019 года рождения. Сегодня судом в отношении подозреваемого в убийстве с учетом позиции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению прокуратуры республики и прокуратуры города Якутска также организована проверка по данному факту, в ходе которой будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка, действиям бездействию должностных лиц, эффективности работы органов системы профилактики. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кипит ситуация. За последние сутки в республике выявили 290 новых случаев заражения коронавирусом, из них 139 в Якутске. Что касается районов, то в Алекминском, Улусе 17 заболевших, в Амгинском, Нерюнгринском по 14, в Мегино-Кангаласском 12, в Алданском 11, в Хангаласском районе 10, в Ленском, Усть-Алданском по 8, ну еще в 14 районах республики от 1 до 7 заболевших за минувшие сутки. Ленск лидирует по количеству самого большого объема аварийной площади в республике после столицы Якутии. Это 123 тысячи квадратных метров или 220 домов. Таким образом, 2300 семей Ленска будут расселены в ближайшие 5 лет, пока Ленск справляется с поставленными задачами. Ежегодно там появляются по несколько новых многоэтажных домов в рамках программы переселения. Сегодня долгожданные ключи от новых квартир получили 20 семей. Репортаж Анны Кожевниковой. Просторный, комфортабельный, а главное новый и в центре города получили квартиры ленчане сегодня в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», который успешно реализуется на территории Ленска при кураторстве главы республики. Для многодетных семей Соловьевых и Мельник этот день стал одним из знаменательных за последние десятки лет. Условия их жизни давно не соответствуют никаким санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. Так Светлана Соловьева с супругом приняли решение арендовать жилье, пока не получат новое. В 2013 году мы отсюда уехали. Дочка родилась младшая. Тут холодно, я боюсь оставлять их здесь. Потолок упадет, придавит целыми днями на работе. Воды тут горячей нету, с отопления сами берем, проводим. Хотя ее нельзя оттуда брать и пить. Мы ей и моемся, и посуду моем. Все. Холодную воду года 2-3 назад только провели. Так в бочке. На улице бочки, водовозку заказываем, заливаем, таскаем. А зимой в 50 градусов на полу. Полы помоешь, льдом покрываются. Дети в валенках все время ходили. Я им обрезала, как тапочки делала. И в одежде спали. Ко всему прочему, аварийное жилье находится в промбазе, откуда сложно выбраться, не имея личного автотранспорта. Путь до остановки не близок, и на каждом углу подстерегают собаки. И добираться детям в школу очень далеко, особенно вот маленьких приходится ходить, встречать каждый вечер. Я ребенка встречаю со школы, чтобы всякое бывает здесь, такой райончик не очень.
Дома были признаны аварийными в 2016 году. Если некоторые не выдержали таких бытовых условий и переехали, то большинство справлялись с канализационными потопами, прохудившимися полами и заваливающимися стенами самостоятельно. И сегодня их радости нет предела. Очень рады. Мы жили там на доке, туда ни на автобусе не попасть, это раз в год там, да. А тут с ребенком можно выйти погулять спокойненько, это, можно сказать, центр города. Это первое новоселье участников программы переселения в этом году. Пока счастливыми обладателями новой жилплощади стали 20 семей, но за годы действия программы их уже сотни. Начиная с 2012 года у нас построено 15 новых многоквартирных домов. 24 дома мы уже снесли полностью аварийных. То есть сегодня программа реализуется в полном объеме. 2 новых высотки выросли в современном квартале в центре Ленска по улице Якутской. В ближайшие 4 года расселят 8 тысяч человек, а это 1/3 часть населения города. Это значит, что сотни окон засветятся в будущих изящных многоэтажках Ленска. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске на городской свалке в тестовом режиме начал работать пункт весового контроля. Отныне сдачу бытовых отходов будут вести не по кубическим метрам, как раньше, а по весу. Как все это работает, репортаж Дмитрия Тымырова. Мусор на вес золота. Если раньше на городской свалке мусоровозы сдавали ТКО по расчету кубических метров, то и сейчас его будут рассчитывать по весу. Это стало возможным благодаря установке весового контроля прибывающих грузовых машин на территории городской свалки. Раньше было все вместе, и мы замеряли только кубы. Соответственно, сейчас мы видим, сколько с города Якутска, соответственно, через регионального оператора поступает бытовых отходов на городской полигон. Площадь весового контроля составляет 150 квадратных метров. Взвешивание производится на въезде и перед выездом на полигон и после выгрузки отходов. Данные весов фиксируются в специальной программе. Максимальный принимаемый вес до 40 тонн. На сегодняшний день тестовый режим проходим нормально. Здесь будет полностью все автоматизировано, цифровизация будет, заезд машин, выход машин полностью будет замеряться компьютером, компьютер полностью будет делать обработку. Специально для этого здесь рядом возвели новый пункт контроля прибывающих машин. Сейчас операторы сидят в старой будке, пока в новом идет ремонт. Сейчас пока что на данный момент вручную, но потом все это изменится, все наладится, потому что мы будем переезжать в новый КПП. Там все у нас проще будет, уже писанины меньше. Тестовый режим у нас ориентировочно будет проходить до 20 ноября, так как в тестовом режиме мы хотим зафиксировать низкие температуры за 30 градусов. Да? После этого у нас будет утвержден тариф. На сегодняшний день из МинЖХ Республики Саха-Якутия и из Госконцерна идут работы насчет определения тарифов. Теперь каждый килограмм мусора на вес золота. Ведь от того, сколько мусора завезет машина, зависит их цена. Это не только справедливо, но и даст возможность коммунальщикам бороться за каждый мешок твердых коммунальных отходов. Соответственно, это должно благополучно отразиться на чистоту города. Дмитрий Тымыров, Дарья Анкехва, Иван Яковлев, Артем Алексеев, Якутск. До завершения всероссийской переписи населения осталось всего 4 дня. В Якутии жители активно участвуют, особенно старшее поколение. Какие районы и города лидируют по республике, как работают сами переписчики, есть ли трудности в работе с гражданами и в чем удобство цифрового формата. Разбор темы в сюжете Мадины Халиковой. Вот уже без малого месяц по всей стране идет перепись населения. К масштабному всероссийскому событию готовились задолго до его старта. В условиях пандемии нужно обеспечить безопасность и статистиков, и граждан. Поэтому все переписчики вакцинированы, имеют QR-коды, а также еженедельно сдают ПЦР-тесты. Сейчас время бежит вперед. Во-первых, у нас были планшеты. Очень удобно на планшетах печатать. Да? Допустим, ты заходишь там раньше, да, как было 10 лет назад, что мы все делали от руки. Сейчас такие возможности, что все на планшете, это очень удобно. Без обхода домов никуда, но и жители часто приходят в стационарный пункт, если сами не могут разобраться. Удобство цифрового учета также отмечают опытные переписчики. Франческа Курчатова, например, уже в 3-й раз работает на всероссийском мероприятии. Я вначале уже работала в МГ в переписи 2000 года, потом в Якутск переехала в 2010 года. И сейчас уже я решила, что это для меня обязательно. Быть на 3-й переписи, а может быть посчастливиться и на следующих.
Ну, потому что это гражданская ответственность еще, чтобы все было качественно, четко. И для чего же все-таки нужна перепись населения? И почему так важно участвовать в ней? Всероссийский учет поможет государству во всех сферах развития регионов, начиная от бюджетного планирования, заканчивая строительством социальных объектов и инфраструктуры. Для любого стратегического планирования, для любого развития республики необходима перепись, понимать, сколько у нас населения, чем оно занято, сколько у нас детей, какие школы для них нужно будет построить, садики, какие программы обучения, какими языками они владеют. Это все вопросы, на это отвечает только всероссийская перепись населения. Если старшее поколение активно идет на контакт очно, так как уже неоднократно сталкивались с процедурой, то молодежь больше предпочитает проходить опрос на госуслугах. И все-таки перепись, когда первая была, она была как-то поживее, быстрее, и народ как-то интересовался. Ну, потом немножко стал народ как-то остывать, но все равно перепись идет своим чередом нормально, хорошо. Хочется, чтобы перепись прошла очень качественно, хорошо, и мы получили бы через какое-то время по статистике результаты нашей работы. В Якутске активнее всех принимают участие в переписи жители Центрального округа. Там листы заполнили 88% граждан. В республике лидерами остаются Мегино-Кангаласский, Намский, Сунтарский, Горный и Аймиконский районы. Будет подводить сначала итоги переписи в целом по республике. Соберут все итоги переписи по 36 муниципальным районам, городским округам. Затем сводные данные всех жителей, переписанных жителей Республики Саха-Якутия будут переданы в Госкомстат Российской Федерации. И там Государственный комитет статистики Российской Федерации соберет все результаты, естественно, по 85 субъектам Российской Федерации. Это будет достаточно большая, думаю, работа. Это первая цифровая и последняя бумажная перепись. Завершится она 14 ноября, а в 2022 году статистики подведут итоги всероссийского мероприятия. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск. Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Главный профессиональный праздник тех, кто стоит на страже правопорядка и безопасности граждан страны. Знаменательную дату Якутия встречает снижением уровня преступности. По итогам 10 месяцев текущего года Якутия сохраняет лидерство по низким показателям среди регионов Дальнего Востока, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям. Это в первую очередь благодаря профилактическим мерам, проводимым сотрудниками ОВД. Помимо этого отмечается и улучшение раскрываемости практически по всем видам преступлений. Всех сотрудников поздравил министр внутренних дел по Якутии Владимир Прокопенко. Я хотел бы сегодня поздравить всех наших сотрудников с этим профессиональным праздником, действительно праздником народным. Поздравить наших дорогих ветеранов, которые стояли у истоков становления и развития службы милиции, полиции в нашей республике. Пожелать всем крепкого здоровья, семьям сотрудников, которые всегда ждут своих мужей, сыновей, жен с работы, потому что у нас ненормированный рабочий день, приходится задерживаться на службе. Всех с праздником, всем удачи, терпения и, самое главное, здоровья. В состав полиции входит множество подразделений, отделений, служб, в том числе подразделения по вопросам миграции. О работе миграционного пункта Хангаласского района в сюжете Виолетты Засимовой. Миграционный пункт Хангаласского улуса расположен в поселке Махсагалох. Здесь оформляют паспорта, загранпаспорта жителей района и ставят на миграционный учет иностранных граждан. Начальником пункта является Наталья Сивцева. Ее карьера берет начало с 2007 года. Тогда она поступила на работу в миграционный пункт рядовым специалистом на временной основе. С временного сотрудника в 2009 году я уже стала инспектором, аттестовалась, одела погоны старшего лейтенанта. В 2016 году Наталья получила звание майора и стала начальником пункта. В настоящий момент ей помогают 3 сотрудника, все представительницы прекрасного пола.
Внушительный опыт работы в органах внутренних дел имеет Наталья Строева, которая занимает должность специалиста-эксперта. Она прошла путь от рядового милиционера до подполковника полиции. Вышла на пенсию в 2011 году, но долго сидеть дома без дела не смогла. И в 2014 году поступила на работу в миграционный пункт. В основном я занимаюсь регистрационным учетом. Ну и кроме этого у нас, конечно, много дел. И паспорта печатаю, и занимаюсь картотекой. У нас самая большая эта работа, конечно, работа с картотекой. Сейчас большую работу проводим по наполнению банка данных в российскую базу. Все старые паспорта, все это забиваем в программу. За первые 10 месяцев этого года сотрудники миграционного пункта Хангаласского улуса оформили 1341 российский паспорт. Поставили на миграционный учет 151 иностранного гражданина. По их словам, сильно снизились показатели по загранпаспортам. В 8 раз ниже, чем в допандемийный 2019 год. По итогам 10 месяцев оформлено всего 141 паспорт, да, то в 2019 году 841. Намного, да, уменьшилось оформление, люди стали меньше ездить. Свой профессиональный праздник сотрудницы миграционного пункта Хангаласского улуса встречают, как и многие коллеги, на посту. Рабочий день начался с поздравления начальства, а вечером уже в тесном семейном кругу отметят ежегодную дату. Никаких пышных праздниц и корпоративов. Пандемия. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Сегодня 85 лет отмечает почетный гражданин и заслуженный работник народного хозяйства Республики Климент Иванов. Именно при его службе в должности председателя Верховного Совета Якутской ССР в 1992 году народные депутаты приняли судьбоносные для республики документы – Декларацию о государственном суверенитете Якутии и Конституцию республики. Сегодня во время торжественного собрания общественности, посвященном 85-летию Климента Иванова, глава республики Айсен Николаев сердечно поздравил почетного юбиляра и наградил его почетным знаком за укрепление мира и дружбу народов в республике. Климент Иванович, как он работал? Это у него, он прошел хорошую и партийную, и советскую, и государственную депутатскую школу. Это большое дело. Он по лестнице рос. Его друзья поддержали. В комсомольское время у нас такое было, сквозь и огонь мы шли. И наша главная задача, чтобы за нами шли наша молодежь. Они должны расти и быть людьми хорошими. Якутия и Беларусь расширяют торгово-экономическое сотрудничество. В ближайшие годы стороны будут сотрудничать в сфере культуры, транспорта, образования, науки, инноваций и других направлениях. О каких возможностях и перспективах идет речь, расскажет наш корреспондент в Москве Айсена Бурнашова. В первую очередь речь идет об экспорте товаров из Якутии в Республику Беларусь и импорте товаров из Беларуси в Якутию. Свой торговый потенциал Якутия уже презентовала на выставке, которая открыла свои двери буквально час назад. Якутские предприниматели показали ювелирные изделия, меха, чай, все то, чем славится наша республика. Наш потребитель, я почему говорю, заинтересован во всем. Потому что если вот сегодня показывали эксклюзивные ювелирные товары, которых у нас, допустим, в республике необработанных алмазов, ювелирных товаров, я не видел, чтобы продавалось. Поэтому, получается, не исключено, что наши ювелирные компании это заинтересуют, торговые сети, которые продают. Вот, и поэтому наши потребители скоро это увидят. Выставка распахнула свои двери сегодня, буквально час назад, но уже произвела неизгладимое впечатление на жителей Минска. Рады гостям и рады, что вы привезли вот хотя бы посмотреть вот на такую красоту. Еще только начали, но положительно очень, очень все красиво, очень замечательно. Спасибо вам. Да, впервые видим вот якутские и орнамент, и символику, и в принципе товары. Очень интересно, очень красиво и очень так этнично. Мне кажется, что у нас все-таки похожи, возможно, менталитеты в плане какой-то добродушности, как-то гостеприимства, вот в таких каких-то теплых моментах.
Якутия и Беларусь сотрудничают с 1996 года. Все мы знаем о тракторах «Беларусь». Сегодня у сельхозпроизводителей Якутии числится около 2500 единиц техники Минского тракторного завода. Поэтому в сфере образования Якутия и Беларусь сегодня говорит о подготовке кадров и создании центров обучения местных специалистов из Якутии по эксплуатации и содержанию техники, произведенной в Беларуси. Стратегически важным для Якутии также является продукция автогиганта «БелАЗ». И буквально через пару минут делегация поедет в компанию и проведет переговоры о транспорте для карьеров. В Чульманский детский дом-центр «Вектор» в Нерюнгринском районе через спонсорство закупили мебель для детей-сирот. Об этом и о работе учреждения в целом в материале нашего корреспондента Екатерины Павловой. Сегодня в центре «Вектор» большой семьей проживают 18 человек. 4 детей находятся на обучении и оздоровлении в Крыму. В этом году выпускниками «Вектора» стали 17 человек. Воспитанники поступили в учебные заведения среднего профессионального образования, большинство из них выбрали технические специальности. Сегодня они приходят в родной центр в гости, чтобы насладиться по-настоящему домашним уютом и встретиться с друзьями и Светланой Курбановой, которая на посту директора центра «Вектор» чуть больше года. И благодаря ее усилиям в учреждении происходят кардинальные перемены. 2021 год, он для нас, для меня и для нашего учреждения был достаточно продуктивным. Значит, за этот промежуток времени было достаточно много сделано. В первую очередь у нас проведен ремонт спального корпуса, ремонт кровли проведен, собственными силами коллектива выполнен косметический ремонт столовой, коридоров, первого-второго этажа. Выполнение поставленных руководством центра задач по улучшению условий для воспитанников стало возможным, конечно, благодаря спонсорской помощи тех организаций и людей, кто не остается равнодушным к проблемам детей и оказывает любую посильную помощь. Сегодня такую помощь, а именно покупку мебели для детей-сирот, оказало открытое акционерное общество РЖД. С детским домом мы сотрудничаем в течение года, то есть в данный момент мы обратились к руководству Дальневосточной железной дороги в плане помощи на приобретение мебели. Железная дорога отреагировала очень, скажу, оперативно. Хочу поблагодарить руководство Дальневосточной железной дороги за оперативную помощь. А так в течение года мы стабильно помогаем, бытовую технику покупаем, и телевизоры, и на Новый год мы приезжали подарки, пироги, фрукты, все в принципе помогаем. Социальная ответственность, забота о тех, кому нужна помощь – это важная часть в работе современного бизнеса. Но еще более значимо то, что это оставляет добрый след в сердце воспитанников и дарит им ежедневную осязаемую радость. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. 10 ноября – Всемирный день науки. О том, какие научные открытия совершаются в Якутии среди школьников, выясняла Надежда Саханская. Занятие наукой – это как восхождение на Эвересты, только самые любопытные и терпеливые забираются на самую вершину. Дети старшего школьного возраста развивают свои профессиональные навыки и чаще всего определяются с будущей профессией благодаря дополнительному образованию. Кванториум объединяет в себе эти многочисленные задачи. Все проекты детей бережем, потому что это авторские проекты, и дети потом ее забирают у нас как бы, да, мы не стараемся оставить здесь, первые бумажные варианты прототипа могут остаться, а в основном дети забирают для дальнейшего развития и реально могут воспользоваться в высших учебных заведениях своим продуктом, а почему нет? Участие в различных конкурсах объединяет учащихся со всей республики, а дети, работая в команде, развивают в себе навыки различных уровней, как soft, так и hard skills. Но хочется отметить, что в основном наши проекты, как видите, да какие, они патриотичные. Они касаются именно развития, да, будущего нашего региона. Поэтому дети хотят, наши команды хотят, а конкретно команда, которая работает над проектом гибридный электрогенератор, они хотят сделать жизнь комфортным именно жителей
сельской местности, скажем, да, людей, которые занимаются сельским хозяйством, опять же, охотой, рыболовством. Возможно, именно бытие в какой-то степени определяет наше сознание. Так, например, Валерий Максимов изобрел специальный нагревательный элемент для зимней куртки, чтобы легче переносить наши суровые якутские холода. Представляет собой нагревательный элемент, порт, драйвер двигателя и источник питания. Это будет выглядеть как, наверное, жилет, который можно будет надеть. И где-нибудь здесь, куда хотите, можно поставить нагревательный элемент, и тогда будет нагревать. Можно температуру указать в программе. Мы обычно используем 30. Она может нагреться до 300. И такие разработки – только начало. Скорее всего, в этом и заключается предназначение человека – в открытии, исследовании и созидании. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. Также 10 ноября сегодня Всемирный день молодежи. Чем интересуется, занимается и увлекается современная молодежь Якутии? Репортаж Валерии Наумовой. Проходя по улицам нашего города, задавались ли вы вопросом, а чем сейчас занимается нынешняя молодежь в свободное время? Многим первое, что приходит в голову, это вечное сидение в гаджетах и время, потраченное впустую. Но так ли это на самом деле, мы попытались выяснить. Чем занимается нынешняя молодежь в свободное время? В интернете сидит. Сидят, наверное, в компьютере. Больше всего в интернете копаются. Ну все. На компьютере сидят. Вот я так думаю. На телефоне сидят. Несмотря на то, что старшее поколение продолжает жить в убеждении, что молодежь тратит свое свободное время впустую, не так давно молодежный парламент Якутии на отчетно-выборочной конференции при Государственной Думе стал федеральным координатором молодежных парламентов по Дальневосточному федеральному округу. Такой статус позволяет республике координировать деятельность всех 11 молодежных парламентов Дальнего Востока. Главное, я считаю, что это значит, что мы можем задавать какие-то тренды, скажем так, привносить те положительные практики, которые у нас есть в республике, во все регионы, во все 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Что бы хотелось отметить, то что вот сейчас мы, молодежный парламент Якутии, координируем молодежный парламент всего Дальневосточного федерального округа. Есть также наши коллеги с молодежного правительства, которые тоже координируют все молодежные правительства Дальневосточного федерального округа. И также наш студенческий правком университета, Северо-Восточного федерального университета, который также координирует все, собственно говоря, студенческие профсоюзы в нашем федеральном округе. Но не одним этим событием едина республиканская молодежь. Например, творческое движение «АЯР» объединяет под своим началом талантливых парней и девушек в возрасте от 16 до 25. На самом деле все мы работаем только на творческих началах. И мотивация у нас такая, что мы развиваемся именно в сфере медиа. И вообще мы работаем только год. У нас уже есть операторы, монтажеры и ведущие, которые знают свое дело на все 100%. Также SMM-менеджеры. То есть команда развивается, мы помогаем друг другу и работаем над собой. Вопрос поколений, похоже, останется вечным, но не для молодых людей республики. Между тем, в эту субботу состоится молодежный форум, на котором будут подниматься актуальные вопросы. Но об этом мы расскажем позже. Валерия Наумова, Владимир Павлов, Якутск. Фильм «Тагандархан» получил гран-при международного кинофестиваля «СИФА» в Сочи. Церемония закрытия, как и весь фестиваль, большей частью проходили в формате онлайн. Это уже вторая крупная победа фильма якутского режиссера Никиты Аржакова. Ранее Тагандархан получил главные призы исторического кинофестиваля под названием «Вече». Это замечательно, что эта картина была в конце, потому что это было такое, знаете, вот в конце, та-дам, это был гимн кино. Вот эту картину обязательно надо смотреть на экране. Это, я, конечно же, уже могу сказать, это картина Республики Саха, Якутия, историческая лента Тагандархан, она называется, вот, по имени главного героя. Но это фантастическое, вот это изобразительный ряд, это музыка, это костюмы, это декорации натурные.
Это что-то, конечно, невероятное. Это разные времена года, этот край потрясающий, совершенно Якутия, боже мой. Ну вот все, когда ты сидишь, и прямо у тебя дух захватывает, потому что, конечно же, очень зависит от средств кино, безусловно, да. И я знаю, что собирали всей республикой средства. Народный фильм. Да, это народный фильм, снятый на народные средства. Но это такая гордость сразу, знаете, и вот ты понимаешь, что вот это кино, это такое кино, которое именно для большого экрана, когда хочется, прям дух захватывает от каких-то картинок вот от этого неба, от этой природы, потому что все настоящее, понимаете, все костюмы. И я очень рада, что такая картина была, и это, конечно же, абсолютно единогласным решением это главный приз. Таковы итоги дня. Сегодня смотрите телеканал Якутия-24. Будьте всегда в курсе.